Возвращаемся к теме визита руководителя республики Айсена Николаева в Мирнинский район. Он проинспектировал соцобъекты и проблемные места в городе. Также принял участие в совещании по соцэкономразвитию Мирнинского района. По порядку и подробнее в репортаже Марианны Кутуковой. Объезд города Айсен Николаев вместе с главами района и алмазной столицы начал со строящегося здания детского реабилитационного центра «Харысхал». Как сообщили гостю, строительство важного для района объекта идет по плану. Сдача планируется в сентябре текущего года. Затем в Рио главы республики посетил самый проблемный объект города – долгострой по проспекту Ленинградского. Завершение этого многоквартирного дома, подрядчиком которого является компания «Строймонтаж-2002», мирнинцы ждут почти 3 года. Несмотря на то, что объект готов только на 70%, на сегодняшней встрече застройщик пообещал сдать дом в сентябре этого года. Ты его с отделкой должен сделать? Конечно. Ты не сдашь его с отделкой? А нет, внутри-то полный ход уже идет отделка. Да я вижу, как она идет. Они же у тебя, видишь, все накладки еще работают. Не, у меня кладки осталось 180 кубов, это вот эта вот часть. Да. Остальное все выполнено. Но мы боимся, и глава города тоже, что проблемно будет опять. Много людей жалуются, обращаются. Не, здесь что надо понять, да? Ну, по крайней мере, подрядчик работает, так это уже хорошо, да? После временно исполняющий обязанности главы республики осмотрел памятник первооткрывателям алмазной трубки «Мир» в городском парке. По итогам прошедшего голосования по формированию комфортной городской среды мирнинцы выбрали этот объект первоочередным. Реконструкция памятника и его территории начнется уже в этом году. В целом Айсен Николаев поддержал позицию местной власти по развитию города и района. Об этом он сообщил во время совещания, где обсуждали вопросы социально-экономического развития Мирнинского района. Внимание к Мирнинскому району, с моей стороны, по крайней мере, будут очень пристальны. Я здесь буду регулярно у вас появляться, проводить совещания и на уровне компании «Алроса», на уровне наших других недропользователей, их, по-моему, 11, которые у нас здесь появились новых, да, с тем, чтобы развитие экономического района шло более, с одной стороны, динамично, а с другой стороны, мы все-таки за вопросами развития экономики не потеряли людей. Как отметил Айсен Сергеевич, есть масса вопросов, которые необходимо решать на местах. При этом муниципальные власти должны быть максимально открыты для людей. Якутия должна быть большой, единой командой. Несмотря на предстоящие республиканские выборы, где непременно будут разногласия, важно провести их на достойном уровне. Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.